Любите ли вы, находясь в цирке, наблюдать за грациозно летающими акробатами? Завораживает ли это вас? А ведь от цирка до спорта один шаг. Зрелищные акробатические номера вдохновляют многих ребят на занятия воздушной гимнастикой. В этот раз занятия в школе воздушной гимнастики необычные. К девочкам приехала артистка цирковых и ледовых шоу Виктория Жуковцева. Прибыла она из Москвы не просто так, а показать мастер-класс для учениц по трюкам на воздушных снарядах, полотно, гамак, кольцо. Научить обрывам на воздушной петле. Но ведь простой человек не знает, что значит обрывы и другие профессиональные слова. И чему же девочки обучаются на мастер-классе? Это и многое другое объяснит нам Алиса. Алиса, почему ты выбрала именно этот вид спорта? Раньше занималась скалолазанием. Мне было недостаточно адреналина, потом мне захотелось попробовать тоже что-то такого адреналинчика. И этот вид спорта просто очень красивый. Я знаю, что к вам приехала известная воздушная гимнастка. Расскажи, что нового вы узнали? Мы только что сделали обрывы, обрыв один. Он достаточно такой сложноватый на полотне. Что такое обрывы? Ты заматываешься на полотно, правильную замотку делаешь, там залезаешь, держишь там полотно и падаешь. И то есть там красивое падение у тебя, то есть получается потом оп, и тебя полотно в конце останавливает, и все. Здесь собрались самые амбициозные гимнастки. Не каждый день все-таки видишь знаменитость в этой сфере. Как вы думаете, этот вид спорта только для подростков? А вот и нет. Возраст не ограничен. Можно заниматься как младшему, так и старшему поколению. Расскажи, чем хорош этот вид спорта? Этот вид спорта хорош. В нем присутствует гибкость, ловкость, сила и так далее. Что мне нужно, если я захочу заниматься воздушной гимнастикой? Нужна физическая подготовка и гибкость, сила, ловкость, ум. Чем отличается воздушная гимнастика от воздушной акробатики? Воздушная гимнастика – это воздух, а воздушная акробатика – это больше сила и работа в дуэте и так далее. То есть много человек работает. Но на мастер-классе делают акцент на петле. Воздушная петля – это что-то схожее с гамаком, но не стоит их путать. Техника работы на них отличается. Девочки занимаются на ура. Да, сначала что-то не получается, но если стараться, то результат будет улучшаться с каждым разом. По окончанию мастер-класса участницам раздали сертификаты о том, что они успешно прошли его. Воздушная гимнастика – это сочетание спорта и искусства, где важна гибкость, артистизм и владение своим телом. Благодаря этому виду спорта вы сможете сформировать правильную, красивую фигуру, а также характер настоящего лидера. Лейла Хамидульна, Ильнар Бигбов, специально для «Горы новостей».